С Василием Леонидовичем Шалабаевым я познакомился в 1978 году, когда приехал в эту школу учителем-практикантом. При встрече он спросил, чем я еще могу, я с удовольствием занимаюсь. Ну, я сказал, что я там играю на инструментах, пою, рисую, пишу плакат на пером. Он хватился за эту идею и сразу сказал, говорит, давай ты 1,5 года поработай у нас не учителем, практикантом физики, а художником-оформителем. На что я, собственно говоря, согласился. Через 1,5 года я приехал работать в эту школу уже учителем физики. Там физика не велась практически весь год, и я вот за 3 месяца старшие классы готовил к выпускным экзаменам. Ну, что поражает в этом человеке? В этом поражает, что он человек был творческий во всем. Он для начала, наверное, просто поинтересовался, что я читал, какие писатели нравятся. Ну, например, спрашивает Максима Горького, как к нему относишься. Ну, хорошо. Что нравится? Ну, я учился достаточно хорошо, поэтому говорю, ранние романтические произведения нравятся. Он говорит, хорошо, а ты вот читал его рассказы? Я говорю, какие? Он говорит, ну, вот «Мой спутник», «Страсти и мордасти». Я говорю, нет, не читал. Вот, прочитай, в этом весь Горький. Таким образом, через некоторое время для меня по-новому открылись Корней Чуковский, Шолохов, Чингиз Айтматов, Маяковский. Про Маяковского, Маяковский был любимым поэтом, и как раз был юбилей, и много статей вышло в газете. Я, естественно, периодическую печать читал, интересовался, и он говорит, ты вот возьми литературную газету, там будет очень много статей, и прочитай о Маяковском. И таким образом случилось, что я литературную газету стал выписывать себе лично, как периодическую печать. Потом, зная, что я немного играю в шахматы, он привлек меня к этому делу. Он был такой страстный человек, что невозможно было просто-напросто отказаться. И через некоторое время я уже начал, для того, чтобы поддержать реноме педагога, начал изучать дебюты. Он дал мне некоторые книги, и через год я уже стал выписывать опять себе в личную библиотеку 64 шахматное обозрение. Это такой журнал выходил в свое время. Вот. Что еще можно отметить, что, зная, что я очень творческий человек, он постоянно меня дополнительно мотивировал. Вот попробуй сделать вот так, сделай, попробуй вот так. В том, что наша Докучаевская школа стала лучшей организацией среднего образования в 2012 году, это большая заслуга и Василия Емельяновича в том числе. Потому что, он говорил, что не надо останавливаться на достигнутом, надо развиваться и так далее. Наша школа знаменита своими проектами. Мало кто знает у нас в области, что мы выиграли около 20 международных и республиканских проектов, конкурсов, выставок. Мало кто знает, что Докучаевская сельская школа, малокомплектная, была лауреатом выставок декоративно-прикладного искусства во Франции, в городе Труа, в Чехии и Москве. Короче говоря, мы все ищем себе учителей, бывает находим специально, бывает случайно. Как здорово, когда в нашей жизни встречаются такие замечательные педагоги, как Василий Емельянович Шалабаев.